Затем приступают, собственно, к обряду авалган, снятию покрывал. Как правило, покрывало снимает младший брат жениха. В этой же свадьбе мы столкнулись с исключением из правил. Ау сняла одна из взрослых женщин, родственниц жениха. И дорога открыта всем желающим приветствовать и пожелать счастья новой родственнице, невестке. После этой церемонии люди выстраиваются для нового обряда бракосочетания никах. Надо сказать, два вида проведения никах практикуются в Карачае. Часто несколько мужчин едут в дом имама и там же, вдали от молодоженов, проводят формальный акт бракосочетания. Другой же вид обряда никах, всенародный, именно так и решили провести в этом случае. Имам, приглашенный для проведения обряда, Пайчоров Осман Хаджи, настоял на том, чтобы никах был совершен мной, ведущим данной программы. В брачной проповеди имамы, как правило, восхваляют Всевышнего, славословят пророка Мухаммада, мир ему, читают аяты Корана и изречения посланника Аллаха, соответствующие событию. Сказал Всевышний: «О люди, вступайте в брак с теми, кто придется вам по душе». Сказал посланник Аллаха, мир ему: «Вступление в брак, никах, является моей традицией, сунной, и кто отвергнет мою традицию, тот не от меня». Обязанность мужа обеспечить свою избранницу жильем, питанием, одеждой и опекать ее. Обязанность же жены быть опорой избраннику своему и блюсти его честь. Воистину благочестивая супруга — половина веры, имана. Обязанность же обоих — быть праведными мусульманами и почитать родителей друг друга как своих и воспитывать благочестивое потомство. Итак, в конце проповеди имам спрашивает сперва невесту, а потом жениха о добровольном вступлении в брак в соответствии с Кораном Всевышнего и сунной пророка, мир ему. В присутствии опекуна невесты и множества свидетелей молодые дают согласие на вступление в брак и быть друг другу опорой, поддержкой в радости и горе. Брак подкреплен и свадебными подарками. И таким образом имам объявляет Кубанова Рамина, сына Муссы, и Узденову Зарему, дочь Мухаммада, перед Всевышним Аллахом и людьми, мужем и женой. Старейшина Байчоров Осман Хаджи читает дуа. Свадьба у Рамина и Заремы удалась на славу. Бросалась на глаза исключительно европейская современная одежда не только у участников торжеств, но и у героев, жениха и невесты. А в старину для свадеб шили особые платья. Одежда жениха, конечно же, была скромной. Горский этикет не допускает украшений для мужчины. Другое дело — подвенечное платье невесты. Ради справедливости стоит сказать, что традиция шитья национального подвенечного платья жива в Карачае до сих пор и возрождается в последние годы. Множество разноцветных материалов, большое разнообразие узоров, различные фасоны, но непременно один объединяющий элемент свадебного платья — это национальные узоры ока, сшитые золотом и серебром. Не всем под силу искусства национального золотого шитья. Для этого нужен Божий дар. Так и говорит героиня нашего следующего сюжета, мастерица-золотошвейка, бабушка Аминат Бурлакова. И я никогда на это дело я не учился, мне одаренный Аллахом из дела. Бабушка Аминат с детства почувствовала стремление к шитью. В годы депортации карачаевцев, будучи маленькой девочкой, была вынуждена, спасаясь от голода, шить тапочки, ватные одеяла, простую одежду. Но после возвращения на Кавказ наша героиня в числе немногих энтузиастов занялась возрождением искусства национального золотого шитья. Многих желающих родственниц и соседей она научила своему ремеслу. Многие невесты красовались в ее подвенечных платьях. Национальные узоры ока шьются золотыми и серебряными нитками на простой тонкой ткани. Каждый узор ока имеет свой исторический и философский смысл, но все они, безусловно, выражают красоту, изящество, элегантность карачаевской национальной одежды. Сегодня спрашивает у матери, внучка, говорит, почему, говорит, мама себе, Аня говорит, Аня себе никакой платье не шьет. У матери спрашивает.
Национальные узоры карачаевцев сохранились не только в войлоке или одежде, но и в кузнечном деле. Мастер художественной ковки железа Белял Узденов называет свое ремесло искусством. Трудно не согласиться с ним, увидев предметы его труда, выполненные в классическом стиле горского орнамента. Искусство художественной ковки нашло отображение в таких предметах, как ворота, перила, балконы, решетки, люстры, подковы, камины, фамильные гербы. Художественной ковкой мастер Белял занимается уже давно. В буквальном смысле он подчинил своей воле чары огня и силу железа. Старается передать опыт другим. Но люди во многом увлечены техникой, компьютером и мало интересуются железом. Сын, студент 2-го курса университета, помогает отцу, хотя не факт, что он пойдет по стопам, потому как не всем дано видеть красоту мира через призму кованого железа. Это часть элемента. Часть элемента Да. чего? Ну вот на решетку, На решетку. на перила, решетку там. Насколько я вижу, это труд тяжелый, ручной труд, да? Ну, почему вы выбрали именно этот труд? Труд вот с кувалдой, там, наковальней, с огнем связанный, да? Ну, меня всегда железо притягивало. Я в железе все вижу как-то. Ничего другое. Красоту мира через кованное, самое художественное. Да. Ну и как давно занимаетесь этим делом? Ну, уже лет 10 вот именно ковкой. До этого и деревом занимался, и все, что я перепробовал, я не знаю, и музыку пробовал, и деревом, и то, и это, рисовать это. Но на этом как-то остановился. Ну, значит, это, видимо, уже как бы выбор судьбы. Отображается ли вот в ваших изделиях, скажем, национальные какие-то узоры, традиции, орнамент? Ну, у нас же свои орнаменты есть. Есть люди, которые находятся, которые именно нашими национальными орнаментами приходится ковать, вставлять где-то там на ворота, на решетки. Я вижу, у вас выставлены там вот некоторые изделия, видимо, элементы ворот или решеток. Представляете собой они какие-то национальные? Национальные, вот вокруг щита вот там это. Вокруг щита? Да, вот эти наши чисто орнаменты. Чисто национальные. Вы учились у кого-то? В Карачае много ли людей занимается этим делом? Нет, сейчас кузнечным ремеслом очень мало кто занимается. Очень мало. Вы кому-то пытаетесь передать ваш талант, ваши знания, ваш опыт? Стараюсь передать, но очень мало желающих. Все на технику смотрят, на компьютеры смотрят, никто так. У вас сыновья? Ну, сын постоянно со мной. После занятия, после института. Помогает? Да, выходные. Сколько им лет? Ну, на 2-м курсе это сейчас учится. Ну, после университета он, по всей видимости, будет уже пойдет как бы не совсем по стопам. Там дальше видно. Да, чтобы работать, чтобы, скажем, выпилить это железо, нужно дюжину силы, конечно. Одних, скажем, спортивных тренировок для этого недостаточно. Я думаю, что кузнецы могли бы успешно бороться со спортсменами армрестлинговыми, да, скажем, или другими видами спорта, они могли бы успешно, скажем, соревноваться. Это мой был первый опыт.